Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Что песочек расскажет о вашем будущем? Что ждет вас в будущем? Самые главные важные моменты, о чем необходимо узнать уже сегодня, уже сейчас. Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь, загадайте на себя, и пусть нужная информация вас обязательно найдет. Также, мои хорошие, любимые, спешу вас поблагодарить, сердечно поблагодарить за то, что вы выбираете быть со мной, и за ту невероятную теплую поддержку, которую вы мне оказываете. Земной вам поклон. Итак, давайте же посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Так, правда о вашем будущем, основные моменты. Смотрите, тут показаны большие проблемы, с которыми вы столкнулись в сегодняшнем дне. Вы все разные, и проблемы тоже разные. У кого-то проблемы в личном, у кого-то проблемы со здоровьем, у кого-то с деньгами, а у кого-то все разом, да, вышло. Вот куда ни посмотри, везде одни проблемы. И вы просто в этих проблемах как скованы, закованы, ни входа, ни выхода, и вы в каком-то ограниченном состоянии, положении. Что вы должны знать? Вы должны знать, что проблемы ваши будут решаться. Причем решаться достаточно динамично, и вам в решении этих проблем будут помогать разные люди с разных сторон. Видите, один человек помогает, второй человек помогает, третий человек помогает. Каждый со своей стороны сделает все для того, чтобы вам помочь, для того, чтобы вас выручить. Опять же, люди разные, у кого-то там знакомые, незнакомые, новые лица, старые лица. Это уже не важно. Важно, что проблемы будут решаться. И то, что сейчас вам кажется невозможным, за очень короткий срок случится, решится. Вы выберетесь из этой ловушки проблем. Вы выберетесь из этой ямы с проблемами. Обязательно выберетесь. Здесь люди уже готовы вам помогать. Вот единственное, что, видите, знак вопроса, они не совсем понимают, как, чем, да, потому что вы не просили, вы не заявляли своего желания вырваться из проблем. Если вы будете говорить о своих проблемах, если вы будете обращаться к разным людям с разными вопросами, ну, либо просьбами, поверьте, обязательно найдутся те, кто будут вам помогать. Ну, по-другому быть не может. Если просто молчать тряпочку и жить как есть, то вопрос не будет решаться. Смотрите, нельзя молчать, говорите. Чем больше вы будете говорить о своих проблемах, тем быстрее они решатся, да? Тем быстрее найдутся те, кто захочет поучаствовать, кто действительно будет вам помогать. Выберитесь. Из проблем вы точно выберетесь. И даже если вам кажется, что это невозможно, нереально, поверьте, все будет. Начните говорить о том, что вас беспокоит, и помощь придет. Придет оттуда, откуда и не ждали. Дальше. Вот здесь я вас вижу в каком-то состоянии, как счастье, любовь, радость, как все в одном флаконе. Вы как будто бы на каком-то троне сидите, а рядом с вами те, кого вы любите, те, кто любит вас. Ну, трон — это может быть и должность, и роль в жизни, да, положение в жизни. Сидите в благостном состоянии, значит, вы довольны собой, довольны жизнью, как все повернулось, как все развернулось. Рядом с вами те, кого любите вы, и те, кто любит вас. Даже если вы сейчас одна либо один, если рядом никого нет, поверьте, все поменяется до неузнаваемости. Вы одна точно не будете, либо один вы точно не будете, вы будете любить, и вы будете любимы. Еще и на троне будете сидеть и чувствовать себя максимально прекрасно. Это ваше будущее. Прям на линии судьбы у вас эта картинка выходит. Так, мужчина и женщина другими глазами друг на друга посмотрят. Между ними там как будто бы все было. И любили, и враждовали, и ругались, и комплименты друг другу делали, в любви признавались. Как будто бы все уже прошли, все, что можно и нельзя.
И сейчас между вами тишина, как какая-то затянувшаяся пауза. Вам кажется, что это конец, ему кажется, что это конец. На самом деле это пауза, и эта пауза, она закончится. Вы снова сойдетесь, вы снова будете вместе, вы снова будете счастливы. Но мне еще идет, что вы очень сильно меняетесь. И вы, мужчина, как будто бы вы были детьми, неразумными детьми, пытались из песка строить дом. Но он все время ломался, вы ссорились, там друг друга обвиняли. А теперь вы уже как взрослые сходитесь, да? Как взрослые мужчина и женщина. И новый дом вы будете строить из очень хороших, практичных, настоящих стройматериалов. И он точно уже не будет ломаться, потому что вы взрослые, вы знаете, что делать, вы понимаете, как делать, и вы дорожите друг другом. Совершенно другой уровень отношений, совершенно другой. И, кстати, тут идет ответ, почему вам не удается строить отношения с другими людьми. Да потому что вы уже своего нашли, да? Либо вы нашли свою женщину. С другими, конечно, неудобно, потому что эти люди вам не подходят. Вот и все. Вот и все. Возможно, вы были не готовы к отношениям, а нужно было пройти эту всю катавасию, да, для того, чтобы повзрослеть, для того, чтобы научиться по-другому смотреть на жизнь, на любовь, на счастье. И теперь вы снова сходитесь. Я вижу вас опять вместе. И вижу какой-то новый запредельный уровень ваших отношений. Такого еще точно не было. Так вы еще друг друга не любили. Преданно, нежно и ярко. Так, какой-то жилищный вопрос, он решится посредством каких-то программ, что-то писать, что-то, да, писать, кому-то обращаться и много читать. Законы, программы, права человека, обязанности, не знаю, там, правительства, государства по отношению к вам. Что-то есть. Какие-то программы вам помогут, какие-то обращения, может быть, там, к депутатам, чиновникам, да кому угодно, да, кто занимает должность, у кого есть полномочия, сделают свое дело. Вопрос решится. Ну, допустим, вы хотите жить в доступном жилье, либо вы хотите, там, не знаю, сменить жилье, либо вы, в принципе, хотите там свое построить, а вот там не получается. Может, вам льготы дадут, субсидии дадут, может, льготное жилье, может быть, вы право на что-то имеете, может, какая-то компенсация, да? Тут что угодно может отыграться, потому что смотрят меня разные люди. Но благодаря вот законам и тому, что вы кому-то будете писать, кому-то будете обращаться, вопрос ваш решится. Вы просто его закроете и вспоминать об этом больше не будете. Вы живете в своем жилье, вы всем довольны, у вас все хорошо, ну и зачем вам об этом думать? Путь, конечно, витиеватый, сложный, в каких-то моментах на лабиринт похож, там еще ждать нужно будет. Но с другой стороны, вы человек усердный, вы человек терпеливый, и вы человек, который не отпустит ситуацию, вы добьетесь, вы точно добьетесь. Либо, смотрите, если вы семья, и ваш партнер такой дотошный человек, вот он добьется, либо она добьется, да, если смотрит меня мужчина. То есть не мытьем, так катаньем, писаниной, обращениями, разговорами. А вы вот вопрос свой жилищный точно решите. Еще в вашем будущем я вижу какое-то наследство. Наследство, о котором вы сейчас и не думаете, и не знаете. Вам даже в голову не приходит. Может быть, вы в принципе не общаетесь с тем человеком, который наследство оставит. А может быть, вы считаете, что там какие-то другие наследники уже есть. И вы такая, ну что об этом думать, да, это же не мне. Я вижу, что наследство вы получите. Причем наследство вполне себе приличное. Может быть, это не конкретно вам будет отписано, а там, ну, с кем-то там на двоих, например, на троих. Но что-то вы получите. Это будет большим таким подарком судьбы и, ну, таким хорошим подспорьем для осуществления какой-то мечты либо желания. Как-то правильно вы распорядитесь своим наследством. Очень правильно. И оно еще как-то своевременно придет в вашу жизнь. Да, вот как ответ на ваш запрос, что вот мне нужны деньги. И деньги раз и пришли. И пришли они именно наследством. Дальше, мои хорошие, вот здесь смотрите, какой парусник показан, да? Парус такой красивый, светлый. Но это какая-то мечта исполнится. Мечта, желание, что-то невероятное. Это то, чего очень сильно хочется, но что практически невозможно исполнить. У вас этот парусник, он на правой стороне.
какая-то невероятная мечта у вас точно исполнится. Для вас это будет чудом, для вас это будет потрясением. А я вам так скажу, это не просто так, это вам награда. Награда за вашу доброту, за то, что вы кому-то помогаете. Кто-то помогает людям, кто-то помогает животным, а кто-то помогает и тем, и другим. Вам награда от высших сил, вот исполнится самая ваша заветная мечта. И то, что кажется невозможным, станет реальностью. С чем я вас, мои хорошие, и поздравляю. А еще я вижу, что вас кто-то найдет. Кто-то, кому есть что сказать. Кто-то, кто нуждается в отпущении, что ли, грехов, да, либо в прощении, в очищении совести, может быть, нуждается, желает этого. Этот человек вас найдет, как из-под земли вырастет. А то, что этот человек вам расскажет, повергнет вас в шок. Но зато, узнав эту информацию, очень многое станет на свои места. Я не знаю, простите вы этого человека или нет, но всю правду вы узнаете. Правда о прошлом, правда, которая практически сломала вам жизнь, либо очень сильно что-то вам навредило в прошлом, и вы не понимали, откуда ветер дует, откуда эти неприятности. Вас найдет человек, который к этому причастен, либо который это делал, и во всем, как признается, покается, расскажет, объяснит. Да, еще открытие такое вас ждет. Если должно, то будет, да. Лучше знать правду, чем проживать в неведении и, например, винить себя. Здесь ты понимаешь, что вы ни в чем не виноваты, а виноваты те, кто против вас действовал и поступал. Дальше, мои хорошие. С левой стороны показаны какие-то поездки, которые очень хорошо на вас влияют. Поездок будет несколько. В какое-то место определенное вы будете ездить. Может быть, это какая-то клиника, может быть, больничка, может быть, место силы, может быть, кому-то в гости будете ездить. Но вот несколько поездок, и они очень хорошо на вас повлияют. Поездки, сразу говорю, дальние, то есть далеко, долго и, возможно, затратно. Но, тем не менее, эти поездки будут, и они очень хорошо на вас повлияют. Дальше. У кого-то идет отъезд, переезд, как в новую жизнь, да, отправиться в новую жизнь. Ехать будете, честно говоря, с больным сердцем. Будет страшно, будете сомневаться, будете думать, что это большая ошибка. Вы приедете, вам, знаете, все не нравится будет. Будете прям назад хотеть уехать. Но по прошествии определенного времени вы поймете, что эта поездка вам буквально вот полностью жизнь изменила. А у кого-то еще отыграется, что жизнь спасла. Не хочу вдаваться в подробности, особенно если такого момента касается, но вы со временем сами все поймете. Этот переезд, эта поездка, она вам во благо. И жизнь ваша меняется в лучшую сторону. На новом месте, как новая жизнь, и вообще по другому сценарию. Сценарий, который вы точно одобрите. Это, конечно, не с первого дня будет, но со временем это все будет раскрываться, и вы будете понимать, что как хорошо, что я уехала. Как хорошо, что мы съехали, да, вот такие мысли будут у вас в голове. Хотя будете ехать с больным сердцем. Так, здесь у вас такой огромный кинжал вышел. И кинжал, конечно, серьезное дело. Он у вас лежит. И он такой, знаете, как затупился. Не сломался, но затупился. Со временем в вашем будущем какой-то конфликт перестанет существовать. Люди перестанут конфликтовать, ругаться, ссориться, может быть, даже как претензии друг к другу иметь. Но, с другой стороны, он никуда не девается, он не закопан. Он затупился, этот кинжал, но его не закопали. И это может быть большой ошибкой. То есть, если с кем-то мириться, то мириться до конца. Все проговорить, все обсудить, не знаю, ударить по рукам. Но не так, что меня никто не трогает, и я никого не трогаю, да, исчерпал себя конфликт. Не допустите эту ошибку. Если мириться, то миритесь до конца. Вот прям возьмите себе это за правило, на заметку возьмите. И когда наступит этот день, придет эта ситуация, миритесь до конца. И здесь не стыдно сделать первый шаг и предложить окончательное примирение другой стороне, либо другому человеку. Это очень важно. Иначе этот кинжал, хоть и тупой, он всегда будет лежать между вами и теми людьми. Потом дальше он будет передаваться, не знаю, по наследству.
кто-то еще подхватит эту идею, и неизвестно, чем это закончится. То есть люди могут договориться, помириться, а потом через время опять начнется конфликт. Да? Лучше уже его полностью тогда закопать. Это важно. Так, какие-то документы еще идут. Вот идут документы, и все. Не могу понять, что за документы, но птица сначала улетает, а потом она возвращается. Я так понимаю, что сначала вы полностью разочаруетесь в каких-то документах, бумажках. То есть невозможно. Это невозможно. У меня никогда не будет этих документов. Я никогда не получу там диплом. Я никогда не получу там вид на жительство. Я никогда не оформлю там, не знаю, паспорт. Что-то не получу. Там лицензию никогда не получу. Сначала улетит, а потом она прилетит. Понимаете? Что-то либо резко поменяется, либо все-таки вы своего добьетесь. То есть принципиально скажете: нет, ну вот другие же могут, и я смогу. А у кого-то, возможно, какие-то изменения, поблажки, смена правил, условий, да, и то, что было нет, вдруг сразу станет да, даже без всяких усилий. То есть по желанию. Хотите — возьмите, не хотите — как хотите, да, вот как-то так не идет. Сначала птица улетит, и будет неприятно, а потом она резко прилетит обратно. И все. И на том и закончится. Но вот мне идет, что у вас при желании документ, нужный документ точно будет. При желании. То есть, может, там нужно будет подать прошение, либо заявление написать. Будет. Это будет. Как-то, знаете, само собой решится. Прилетела, улетела. Эта птица, она, видно, такая непростая. Ну, птица — это законы, это информация, это возможности. Сначала улетит, потом прилетит. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.